Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на такую интересную тему, как служба экстренных вызовов. Если раньше нам нужно было знать несколько номеров, это 01, 02, 03, 04, то сейчас вам достаточно знать один номер, это номер 112. И сегодня мы будем в гостях у подразделения Республиканского центра инфокоммуникационных технологий служба 112, которая находится в городе Якутске. В 2019 году система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 начала свое функционирование на территории города Якутск и Жатай. На сегодняшний день система 112 развернута в 50 населенных пунктах, 34 муниципальных районах и 2 городских округах город Якутск и Жатай. Во всех дежурно-диспетчерских службах имеется автоматизированное рабочее место системы 112, что позволяет нам незамедлительно реагировать на происшествия. На сегодняшний день в службу 112 ежесуточно поступает от 1500 до 2500 обращений. В свою очередь, с 25 января прошлого года в службу 112 поступило уже более 350 тысяч обращений от граждан. На территории Республики Саха-Якутия развернуты и функционируют системы оповещения населения, такие как СИОН и РАСЦО. Проще говоря, это громкоговорящие устройства и сирены, которые в случае возникновения или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации оповестят население о сложившейся обстановки на определенной территории. Республиканский центр инфокоммуникационных технологий, являясь оператором данных систем, согласно указа главы Республики 1977, проводит работу по обеспечению готовности данных систем, а также восстановлению в случае необходимости. Система 112 позволяет фиксировать все входящие обращения от граждан в аудиоформате. Кроме того, в систему 112 люди могут позвонить и обратиться со всеми своими проблемами, даже имея отрицательный баланс на сотовых телефонах, либо с телефонных аппаратов, не имеющих сим-карты в принципе. Учитывая, что единый номер 112 очень легко запомнить, мы являемся единой точкой входа на сегодняшний день по всем практически социальным вопросам и привлечению экстренных оперативных служб. Это сделано для оптимизации и помощи населению, чтобы не приходилось все-таки запоминать кучу разных телефонов, а получить помощь здесь и сейчас по единому номеру. День начинается с приема смены. Мы заступаем в смену, принимаем смену, которая с ночи, обмениваемся информацией происшествий, каких-то новых телефонных номеров. Дневная смена до 9 вечера, с 8 утра до 9 вечера. Ночная смена с 9 вечера до 8 утра. Во время назначения вызова, когда мы уже передали карточку, допустим, сотрудникам полиции, абонент остается на связи, и мы дополняем информацию. То есть во время этого вызова, то есть когда мы уже передали информацию, полиция уже реагирует, а мы еще остаемся на связи с абонентом, чтобы дополнить информацию в карточке. Очень много вызовов поступает ложных, непосредственно по большей части от детей, которые родители выдают свой сотовый телефон, как бы поиграть, и они совершают звонок к нам, поэтому тем самым занимают линию. И в тот момент, когда ребенок будет звонить, возможно, кому-то действительно потребуется помощь, он просто не сможет дозвониться. В связи с этим я призываю родителей провести профилактическую беседу со своими детьми по поводу того, что в экстренную службу следует звонить только при острой необходимости, а не просто ради забавы. Служба 112, слушаю вас.
Это кто звонит, балуется? А где мама? Дай маме телефон. В целях помощи населению в сложных ситуациях на сегодняшний день проведена интеграция с порталом OneClick Якутия, что позволяет нам и помогает особенно пожилым людям, не регистрируясь на самом портале, позвонив по единому номеру 112, оставить свое обращение, которое будет передано и зафиксировано на портале. В свою очередь уже те министерства, ведомства и службы, в чьем ведении находится решение данной проблемы, они дают обратную связь, и абонент будет проинформирован о сложившейся ситуации и о мерах, принятых по его вопросу. То есть человеку не нужно самому заходить на сайт, регистрироваться и так далее, он просто звонит вам? Да, он нам звонит, мы эту информацию у него фиксируем себе в системе 112. Также, и тут же ее при помощи вот этой шины, при помощи этой интеграции, она фиксируется на портале OneClick Якутия. Там модераторы, естественно, ее только немножко корректируют, и все. И уже направляют на реагирование муниципалитеты, кому она предназначена. На базе службы 112 развернут единый центр оперативного реагирования, на базе которого мы проводим мониторинг людей, находящихся на самоизоляции, посредством отправки им СМС-сообщений, в которых они подтверждают свое присутствие и нахождение, соблюдение режима самоизоляции. Мы фиксируем данную информацию, проверяем геолокацию, и в случае, если гражданин нарушает данный режим, мы информацию передаем в правоохранительные органы для незамедлительного реагирования. В связи со сложившейся обстановкой в службу 112 поступают вызовы от людей, которые вновь прибывшие на территорию республики, где мы проводим фиксирование информации, заполняем определенную форму и направляем ее уже в оперативный штаб. Кроме того, мы можем организовать конференцию, чтобы связать непосредственно с горячей линией Министерства здравоохранения или с горячей линией Роспотребнадзора по тем или иным вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. Мы побывали в гостях у службы 112, операторы которой находятся всегда на связи и готовы прийти на помощь в нужный момент, выполняя свой долг. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность врачам, сотрудникам экстренных служб за их работу во благо нашего с вами спокойствия. В свою очередь, я также призываю вас соблюдать условия самоизоляции, ограничить посещение общественных мест, ведь от каждого из нас сейчас зависит, насколько быстро пройдет пандемия. Всем желаю здоровья, и пусть номер 112 вам никогда не пригодится.